Доброго времени суток, дорогие телезрители! В эфире НВК Саха, программа про авто 14. Мы обсуждаем темы и поднимаем вопросы, которые касаются безопасности дорожного движения. В студии работает Руслан Ачиров. В течение следующих 25 минут вас ждет много интересной и полезной информации. Итак, смотрите в сегодняшнем выпуске. Статистика происшествий. Что случилось на дорогах республики за последнюю неделю? Паромная переправа. Что делать, если случилось ДТП? Как проверить данные авто на сайте ГАИ? Какие требования предъявляются к автошколам? Кто контролирует пассажирские перевозки? Повторение – мать учения. Правила дорожного движения в нашей студии проверит солист хора Государственной филармонии Якутии Алексей Солдатов. А в начале выпуска предлагаем вашему вниманию обзор происшествий на дорогах нашего региона. На автомобильных дорогах республики с 23 по 29 июня зарегистрировано 19 дорожно-транспортных происшествий, где травмировано 22 человека, в том числе 5 несовершеннолетних. 2 человека погибло. 23 июня в селе Хатас Намского района водитель мотоцикла не уступил дорогу транспортному средству, у которого было преимущество проезда перекрестков, в результате чего совершил столкновение с автомобилем марки Daihatsu Terios. В результате происшествия несовершеннолетний мотоциклист от полученных травм скончался в медучреждении. В ходе проверки установлено, что в момент ДТП мотоциклист был без шлема и не имел права вождения. Мотоцикл на учете госавтоинспекции не состоит. В тот же день на 15-м километре региональной автодороги УМНАС 73-летний водитель Nissan AD совершил столкновение с водителем Suzuki Solio, который стоял в ожидании разрешающего сигнала светофора. В результате аварии пострадало 7 человек, включая 3 несовершеннолетних. Детям назначено амбулаторное лечение. 24 июня федеральная автодорога Колыма водитель, управляя транспортным средством марки «Шахман», нажал на педаль тормоза для увеличения дистанции с движущимся впереди автомобилем, что привлекло к заклиниванию тормозной педали, и совершил съезд с дороги с последующим опрокидыванием. В результате ДТП водитель обратился с травмами в больницу. 29 июня в дежурную группу госавтоинспекции поступила информация о том, что совершен наезд на пешехода. По предварительным данным было установлено, что на регулируемом перекрестке улиц Хатынурякское шоссе Вилюйский тракт 60-летняя женщина переходила проезжую часть по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. Но в результате наезда от полученных травм скончалась в карете скорой медицинской помощи. Водитель, совершивший наезд, скрылся с места ДТП. Предупреждение ДТП с несовершеннолетними мотоциклистами, велосипедистами и пользователями средствами индивидуальной мобильности большую роль играют взрослые, особенно родители. Родители сами приобретают своим детям мотоциклы и велосипеды, мопеды и квадроциклы, самокаты и иные средства индивидуальной мобильности, а затем передают в управление, при этом не задумываясь о последствиях или преступно попустительствуя нарушениям со стороны несовершеннолетних. Уважаемые родители, перед покупкой таких средств передвижения для детей необходимо серьезно отнестись к данному вопросу, взвесить все «за» и «против», повторить с детьми правила дорожного движения, создать безопасный маршруты, показать, как проехать от дома к школе, к лагерю и так далее, отработать вместе с ребенком места перехода улиц. Госавтоинспекция напоминает, что для управления мототранспортом несовершеннолетние с 16 лет обязаны иметь водительские удостоверения соответствующей категории в зависимости от вида транспорта. Категория М для вождения мопедов, электровелосипедов до 50 кубов. Категория А1 дает право на управление легкими мотоциклами, ограниченным рабочим объемом двигателя до 125 кубов, квадроциклы. Категория А с 18 лет мотоциклы с рабочим объемом двигателя более 125 кубов. Помните, каждая поездка требует внимательности, ответственности и уважения к другим участникам движения. Всегда используйте защитную экипировку, шлем, наколенник, световозвращающие элементы. Соблюдайте скоростной режим и избегайте опасных маневров. Проверяйте техническое состояние транспорта перед выездом. Будьте особенно осторожны в плохую погоду и в темное время суток. Помните, ваша жизнь и здоровье в ваших руках. Берегите себя и окружающих. Самое неприятное, что может случиться с счастливым приобретателем автомобиля, это конфискация транспортного средства и необходимость давать показания по уголовному делу. Учитывая, что по действующему законодательству присутствие продавца в ГАИ не обязательно, со всеми проблемами новому владельцу придется разбираться самому. Вот почему проверка автомобиля по ВИН в базе ГАИ перед покупкой – важнейшее правило безопасной сделки.
По статистике, каждый квартал в России похищают более 130 тысяч автомобилей, а потом выставляют их на продажу. Покупателя краденого транспортного средства ждет конфискация авто и необходимость в даче показаний по уголовному делу. При этом саму сделку никто не отменяет. Водитель так и будет считаться собственником машины, а значит, решать свалившиеся на его голову проблемы тоже будет он. Возвращать деньги придется через суд. Но, так как мошенники после сделки обычно теряют концы, новый владелец останется ни с чем. Как же узнать, что покупаемое авто не числится в розыске? Как уберечь себя от неприятностей и потери денег? Нужно выполнить проверку транспортного средства по базе ГАИ. Проверка авто по номеру или ВИН в базах госавтоинспекции поможет понять, насколько технически исправен и юридически чист интересный вам автомобиль. Чтобы пробить авто на главной странице сайта ГАИ, заходим в раздел «Сервисы», выбираем вкладку «Проверка авто», на открывшейся страничке вбиваем ВИН авто и смотрим результаты. Тут также можно посмотреть данные из ПТС авто, историю регистрации, ограничений, диагностическую карту, наличие ДТП и розыск. Однако проверка автомобиля на сайте ГАИ бывает не работает. В этом случае вы можете воспользоваться проверкой сервиса «Автокод», «Дром.ру» и «Номерограмм». По госномеру вышеназванные сервисы предоставят информацию не только из базы ГАИ, но и из других официальных и коммерческих источников – ФНС, ФТС, реестр такси, страховых компаний, банков, автодилеров и других. Из отчета вы узнаете полную историю автомобиля от ограничений залогов до истории пробегов. Паромные переправы позволяют сократить путь и время, а в нашем регионе и вовсе являются единственным вариантом поездки по некоторым маршрутам. Как пользоваться паромной переправой на автомобиле и что делать, если на пароме случилось ДТП? Об этом мы поговорим с инспектором отделения пропаганды безопасности дорожного движения госавтоинспекции Ириной Ефремовой. Ирина, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, скажите, что делать, кому обращаться, если случилось дорожно-транспортное происшествие на паромной переправе? На паромной переправе, если происходит дорожно-транспортное происшествие, если это происходит на берегу, на земле, да, то этим занимаются сотрудники госавтоинспекции. Если же это непосредственно происходит на самом пароме, то тут уже занимается транспортная полиция, и там уже даже зависит от территориальности, где этот паром ехал и так далее. А какие документы нужно предоставить при ДТП, которое произошло на паромной переправе? В случае ДТП все так же, такой же стандартный пакет документов. Это документ, удостоверяющий личность, водительское удостоверение, страховой полис ОСАГО и документы на автотранспорт, свидетельство о регистрации. А можно ли в этом случае подать документы в электронном виде? В электронном виде можно показать водительское удостоверение и полис страховой ОСАГО, а вот документы на автомашину нарочно должны иметься. А какие штрафы предусмотрены за ДТП на паромной переправе? Ну, штрафы предусмотрены такие же. Несут административную ответственность за нарушение правил дорожного движения. Все то же самое. Единственное, могу сказать, что вот на паромной переправе Якутск-Нижнебестях, например, да, очень часто водители нарушают то, что проезжают на запрещающий сигнал светофора красный, то есть пытаются успеть. Далее они запрещают, ну, игнорируют вообще знак, да, въезд запрещен, тем самым двигаясь напротив транспортного потока. Вот. И за это предусмотрены штрафы, административная ответственность. Очень легко разыскать этих водителей, так как там установлены видеокамеры фиксации. Да, поэтому настоятельно рекомендуем соблюдать все правила дорожного движения и не нарушать установленные правила, да, на территории парома. Скажите, а вот как часто происходит ДТП на паромной переправе? На паромной переправе, ну, летом, конечно, учащаются эти факты. Очень много все равно, ну, движение вообще активное, перегруженное, да, особенно ближе к выходным. Поэтому все равно имеет это место быть.
Ну, вообще, в целом, да, действительно, такой центр напряжения, можно сказать, особенно когда много машин. Какие меры предпринимаются для предотвращения дорожно-транспортных происшествий на паромных переправах? Так, ну, сотрудниками госавтоинспекции, если прямо видно, что напряженное движение, да, и ведется работа по специально говорящим устройствам, то есть регулируется ход движения на громкоговорителях, при необходимости выходит сотрудник-регулировщик. Но обычно это сотрудники парома сами. Сами сотрудники переправы. Ну и ваши пожелания участникам дорожного движения? Госавтоинспекция предупреждает, что подобные нарушения не только ставят под угрозу жизнь и здоровье всех участников дорожного движения, включая пассажиров и пешеходов, но и повышают вероятность аварий, повреждений автомобилей и инфраструктуры переправы. Настоятельно рекомендуем водителям строго придерживаться установленных правил и норм поведения на территории переправы. Нарушителям грозит привлечение к административной ответственности и наложение штрафов. Спасибо, но я напоминаю, что у нас в гостях была инспектор управления госавтоинспекции Ирина Ефремова. А мы продолжаем. С прошлого года все автошколы обязаны иметь заключение ГАИ о том, что их учебно-материальная база соответствует утвержденным программам подготовки водителей. Например, все учебные классы должны быть оборудованы необходимыми пособиями, а учебные автомобили – дополнительными педалями для инструкторов. Далее тему продолжит наш следующий сюжет. Первым по счету идет теоретический тест на знание правил дорожного движения. Всего курсант отвечает на 20 вопросов за 20 минут с правом на 2 ошибки. Пытаться списывать или жульничать на теоретическом экзамене в ГАИ не стоит. Это обязательно заметят и отправят на пересдачу. Дается 3 попытки, то есть если с первой попытки кандидат-водитель не сдал успешно экзамен теоретический, то повторный экзамен назначается через 7 дней. Через 7 дней, но не позже 30 календарных дней. То есть должен обратиться повторно в экзаменационное подразделение госавтоинспекции. В случае успешной сдачи экзамен назначается в течение 6 месяцев. То есть теоретический экзамен действует в течение полугода. В этот период должны успешно сдать экзамен и получить водительское удостоверение. В случае не сдачи, то есть если гражданин не сдал экзамен успешно, то экзамен теоретически пересдается повторно. Раньше, как только заканчивалась теоретическая часть, начинался автодром. Эта часть экзамена, как правило, давалась курсантам проще всего. Но 4 года назад экзаменационные упражнения на автодроме отменили. Элементы, которые туда входили, курсанты теперь выполняют в городе, которые считаются наиболее сложной частью экзамена. Они проходят на определенных маршрутах, включающих в себя сложные перекрестки и участки дороги, где запрещена остановка и стоянка. Помимо этого, студенты обязаны выполнить в городе часть упражнений с автодрома, такие как параллельная парковка, въезд в гараж задним ходом, разворот во дворе, трогание на подъеме. На пассажирском сиденье сидит инспектор, который ведет записи о том, как курсант проходит экзамен и фиксирует ошибки. Некоторые грубые ошибки автоматически засчитывают курсанту провал всего экзамена. И чтобы успешно пройти экзамен в ГАИ, нужно преодолеть все этапы и выполнить команды инспектора, не допустив одного серьезного или 2 средних нарушений. Безопасность – главная составляющая пассажирских перевозок. Для ее соблюдения предъявляются особые требования к автобусу и его водителю, потому что за шофером не 4 пассажира, а, как правило, больше 8. И весит автобус больше и тормозит совсем не как легковушка, поэтому водитель должен уметь пилотировать среди грузовиков, такси, велосипедистов и самокатчиков. Согласно федерального закона номером 248 от 31 июля 2020 года о государственном и муниципальном контроле в Российской Федерации, отделением технического надзора госавтоинспекции Министерства внутренних дел по Республике Саха-Якутия осуществляется контроль за деятельностью в сфере пассажирских перевозок. Также в регулярной основе ведется анализ проводимых мероприятий в сфере пассажирских перевозок и дорожно-транспортных происшествий, совершенных по вине водителей автобусов. Основными сдерживающими факторами уровня аварийности является целенаправленная деятельность подразделений госавтоинспекции по выявлению административных правонарушений в области дорожного движения и принятие в отношении участников дорожного движения мер административного воздействия. Для снижения аварийности
предупреждения дорожно-транспортных происшествий проводятся совместные рейдовые мероприятия с Ространснадзором и Министерством транспорта и дорожного хозяйства Республики Саха-Якутия. Также в рамках контрольно-надзорной деятельности юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям объявляются предостережения о недопустимости обязательных требований и проводятся профилактические визиты, где разъясняются требования законодательства в области безопасности дорожного движения. С удовольствием хочу приступить к нашей постоянной и любимой многими рубрике, в которой горожане проверяют свои знания о правилах дорожного движения. По традиции наш экспресс-тест состоит из 10 вопросов, а ответит на них солист хора Государственной филармонии Якутии, солист народно-фольклорного ансамбля «Русь» Алексей Солдатов. Алексей, здравствуйте. Здравствуйте, Руслан. Ну, Алексей, у нас традиционный вопрос всем участникам. Какой у вас стаж вождения? Стаж вождения, на машине у меня уже 23 года. А на мотоцикле только 3 года. Только 3? Да. Угу. Волнуетесь? Немножко. Немножко. Ну, желаем успехов. У нас будет 10 вопросов и нужны будут 10 ответов. Хорошо. Итак, внимание на экран. Первый вопрос. В какой из дворов вам можно въехать в данной ситуации? Варианты ответов. Повороты во дворы запрещены. Второй вариант. Только во двор направо. Только во двор налево. И четвертый вариант. В любой. Так, судя по тому, что я вижу, у мотоциклиста нет зеркал, соответственно, он не видит, что происходит сзади. Угу. Пересекая перекресток, я так думаю, что он может повернуть только во двор направо. Угу. Принято. Вариант номер 2. Следующий вопрос. О чем информируют эти знаки? Вариант ответов. Разрешенная скорость не более 40 км в час при влажном покрытии. Второй вариант. Рекомендуемая скорость 40 км в час при влажном покрытии. И третий вариант. Рекомендуемая скорость не более 40 км в час только во время дождя. Так, рекомендуемая скорость 40 км в час при влажном покрытии. Наверное, ответ второй. Вариант номер 2. Принято. Следующий вопрос. Разрешена ли вам остановка в этом месте? Вариант ответов. Разрешена. Второй вариант. Разрешена без заезда на тротуар. И третий вариант. Запрещена. Не помню. Она так, подчеркнута желтым. Остановка такси или автобуса, по-моему, да? Пусть будет запрещена. Запрещена. Вариант номер 3. Принято. Следующий вопрос. Как следует поступить водителю при переключении такого сигнала светофора? Варианты ответов. При включении красного сигнала повернуть направо, уступая дорогу другим участникам движения. Второй вариант. При включении зеленого сигнала продолжить движение только направо. И третий вариант. Указанные действия являются правильными в обоих случаях. Третий вариант. Третий вариант. Вариант номер 3. Принято. Следующий вопрос. Разрешается ли вам выполнить обгон в данной ситуации? Вариант ответов. Разрешается. Разрешается только если скорость трактора менее 30 км в час. И третий вариант. Запрещается. Запрещается, потому что впереди перекресток. На перекрестках там запрещено совершать обгон. Угу. Третий вариант. 3. Принято. Следующий вопрос. На каком расстоянии от знака вам разрешено поставить автомобиль на стоянку? Вариант ответов. Не менее 5 метров, не менее 10 метров или не менее 15 метров. Знакомый вопрос, не помню, честно. Не менее 5 метров. Не менее 5 метров. Вариант номер 1. Принято. Следующий вопрос. Как следует поступить в этой ситуации, если вам необходимо повернуть направо? Вариант ответов. Остановиться и дождаться другого сигнала регулировщика. Второй вариант. Повернуть направо, уступив дорогу пешеходам. Третий вариант. Повернуть направо, имея преимущество в движении перед пешеходами. Второй вариант. Вариант номер 2. Принято. Следующий вопрос. Разрешено ли вам выполнить обгон? Вариант ответов. Разрешено. Второй вариант. Разрешено, если скорость грузового автомобиля менее 30 км в час. И третий вариант. Запрещено. Запрещено, согласно знаку. Запрещено. Принято. Следующий вопрос. Кто имеет право проехать перекресток первым, если все намерены двигаться прямо? Вариант ответов. Водитель троллейбуса. Второй вариант. Вы вместе с водителем троллейбуса. И третий вариант. В данной ситуации очередность проезда определяется по взаимной договоренности водителей. Так.
Это же у нас там что, так, маячок включен. Какой вопрос? Такой. И ни знаков никаких нету, главное, не главное. Если знаков нет, то что? Значит, в данной ситуации очередность проезда определяется по взаимной договоренности водителей. Наверное. Или вместе с водителем троллейбуса. Троллейбус имеет преимущество. Как же сложно. Ну, пусть будет второй вариант. Вариант номер 2. Вы вместе с водителем троллейбуса. Да. Принято. Следующий вопрос. В каком случае вы обязаны уступить дорогу пешеходам? Вариант ответов: только при повороте налево. Второй вариант: только при повороте направо. И третий вариант: в обоих случаях. В обоих случаях, конечно. В обоих случаях. Третий вариант принято. Это был последний вопрос. Да, очень быстро пролетело. И сейчас результаты проверит наш эксперт, преподаватель ПДД Анастасия Бушуева. Добрый вечер, уважаемые телезрители. Итак, проверим знания из области правил дорожного движения Алексея. Итак, первый вопрос. В какой из дворов вам можно въехать в данной ситуации? У нас установлен предписывающий знак 411, который действует только на первом пересечении проезжей частей. Движение прямо не запрещает во дворы направо, только во двор направо. Здесь ответ у вас был правильным. О чем информируют эти знаки? У нас установлена табличка 8.16, влажное покрытие. Указывает, применяется со знаком у нас в данном случае рекомендуемая скорость. И, значит, эта табличка и знак действуют во всех случаях, когда покрытие проезжей части влажное. Ответ был правильным. Рекомендуемая скорость 40 км в час при влажном покрытии. Разрешена ли вам остановка в этом месте? Сплошная желтая запрещает остановку, и она действует на той стороне, где она нанесена. Поэтому сплошную желтую здесь остановиться на сплошной желтой запрещается. Ответ был правильным. Запрещена. Четвертый вопрос. Здесь вы допустили ошибку. Как следует поступить водителю при переключении такого сигнала светофора? Сигнал светофора красного, желтого, зеленого сигналов светофора, они действуют на том направлении, где они указаны. Поэтому здесь, когда загорится зеленый, при включении зеленого сигнала продолжит движение только направо. Ответ был неправильным. Здесь ответ 2. Разрешается ли вам выполнить обгон данной ситуации? У нас по правилам идет такое правило. Значит, на перекрестке можно идти на обгон, если мы едем или двигаемся по главной дороге. То есть разрешено движение неравнозначных дорог при движении по главной дороге. Ответ: разрешается. Здесь допущена была ошибка. Следующее. На каком расстоянии от знака вам разрешено поставить автомобиль на стоянку? Остановка и стоянка запрещена ближе 15 метров от остановочной площадки. Здесь тоже допущена ошибка. Ответ 3, не менее 15 метров. Как следует поступить в этой ситуации, если вам необходимо повернуть направо? Перекресток регулируемый. Если жезл смотрит лево, проезжай как королева. То есть вы можете двигаться в любом направлении, вы поворачиваете направо и уступаете дорогу пешеходам, переходящим проезжую часть. Ответ был правильным. Далее, разрешено ли вам выполнить обгон? Здесь у нас установлен знак 3.20, обгон запрещен. Но здесь есть немного такая ситуация, что обгон запрещен, кроме тихоходных транспортных средств, гужевых повозок, мотоцикла без боковых прицепов, а также мопедов. Но здесь у нас двигается грузовой автомобиль, поэтому мы его обгонять не можем. Запрещено. Ответ был правильным. Кто имеет право проехать перекресток первым, если все намерены двигаться прямо? Ну, такая ситуация у нас бывает очень редко. У всех помеха справа и хотят двигаться только прямо. Тогда здесь
работает договоренность. Самый опытный водитель пропускает одного, ну, потом работает, конечно же, правило правой руки. В данной ситуации очередность проезда определяется по взаимной договоренности водителей. Ответ здесь 3. Вы здесь допустили ошибку. В каком случае вы обязаны уступить дорогу пешеходам? Ну, конечно, при повороте направо, налево мы должны уступить дорогу пешеходам, переходящей проезжую часть. Ответ в обоих случаях. Итак, у нас Алексей допустил 4 ошибки. Уважаемые водители, уважайте других участников дорожного движения. У нас происходит изменение правил дорожного движения, особенно в апреле 2025 года произошло очень много поправки правил дорожного движения, поэтому постоянно нужно читать, ознакомиться. Правила дорожного движения устанавливает единый порядок на всей территории Российской Федерации. И это закон дороги, который нужно строго соблюдать. Будьте внимательны и осторожны. Уважайте других участников дорожного движения. Всего вам доброго. До свидания. Вот и подошла к концу наша передача. Дорогие телезрители, будьте бдительны, соблюдайте правила дорожного движения и берегите себя. До новых встреч!